Тоже много нарушений по статье 17 в отношении заказчика. В прошлом году было возбуждено 9 дел, когда заказчики составляли техническое задание под одного производителя. Это первая встреча, которую проводит в этом году Ингушское управление Федеральной антимонопольной службы. Здесь подводят итоги работы за первый квартал текущего года. За последние 3 месяца управление выявило типовые нарушения в сфере государственного заказа, среди которых нарушение сроков размещения извещения о закупках, порядка выбора способа определения поставщика, а также превышение лимитов заключения контракта. Контрактный управляющий составляет техническую часть задания. Закон говорит, что обязательно 2 и более производителя должно быть при закупке медоборудования и при проведении закупки. Получается, приходит представитель заказчика и говорит, мы задаем ему вопрос, дайте нам 2 и более производителя. Он говорит, завтра принесу, просим отложить. И завтра он не приходит. Потому что, может, нету информации, чтобы нам представить, или просто он решил отложить и не прийти, потому что нету пояснений. Тоже неправильно, потому что когда вы составляете техническую часть заданий, вы обязательно должны, например, Philips, еще, я не знаю, Canon, и расписать параметры, там же несложно. При выявлении нарушения антимонопольный орган обязан выдать предупреждение об устранении, в чем сегодня проблема конкуренции в отсутствии здоровой почвы для развития, отметили на встрече. К слову, вторым и не менее важным поводом сегодня стал семинар по правоприменительной практике. По федеральному закону о контрактной системе, это госзакупки, мы рассмотрели 26 жалоб, из них 12 жалоб признаны обоснованными. И выдано предписание по некоторым, чтобы исправили недочеты, которые были в извещении о проведении закупках. Также нами выдано 2 предупреждения по федеральному закону о защите конкуренции органам власти. Данные предупреждения исполнены, и органы власти устранили нарушения, которые были допущены в действиях в отношении хозсубъектов. Основной целью проведения публичного совещания УФАС является напоминание предпринимателям и органам госвласти, чтобы они соблюдали обязательные требования антимонопольного законодательства. Много полезной и необходимой информации на встрече для себя подчеркнули непосредственно специалисты контрактных отделений, предприниматели, которые работают в сфере госзакупок и заказа. Я работаю не так долго в этой сфере, но в любом случае вот такие семинары, они получают, развивают, помогают развиваться. И также непосредственно мы все наслышали, что каждое изменение в закон непосредственно надо само обучение проводить, а также в ФАСе дают точно разъяснение всех изменений, которые вступают в силу. Мы как понимаем, каждый год их бывает очень много изменений. Также помогает избежать от крупных штрафов, которые также надзорный орган накладывает. В свою очередь присутствующие задавали интересующие их вопросы, поэтому в управлении призывают как можно чаще принимать участие в подобных встречах. Мы приглашаем практически всех представителей органов власти, всех представителей заказчиков, но посещаемость, как всегда, у нас низкая. Но когда мы начинаем штрафовать или выдавать предписания, недовольны, что антимонопольный орган слишком жестко ведет себя в отношении органов власти и заказчиков, но мы считаем, что необходимо приходить на такие мероприятия, чтобы в дальнейшем не нарушать и не допускать нарушения федерального законодательства и других нормативных правовых актов. На семинаре подчеркнули, для региона важна чистая конкуренция, ведь в первую очередь она напрямую влияет на бюджет и развитие экономики в целом. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.